От имени правительства республики разрешите вас поздравить с успешным началом всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Ровно 50 лет назад, в 1972 году, на Олимпийских играх в городе Мюнхене наш якутский борец Роман Михайлович Дмитриев стал олимпийским чемпионом и тем самым прославил Республику Саха-Якутия на весь мир. Якутские борцы всегда отличались своими высокими достижениями, волей к победе, и один из тех первопроходцев, который показал эту волю к победе и завоевал олимпийскую медаль, был Роман Михайлович Дмитриев. Хочу, чтобы эта плеяда спортсменов не заканчивалась и появлялись молодые таланты, а мы, тренера сборной России, будем помогать им в этом. От всей своей семьи хочу поблагодарить организаторов этого турнира, каждого человека, который ежегодно вносит свою лепту в это дело. Отдельная благодарность главе республики Арсену Сергеевичу Николаеву, правительству республики, Министерству спорта, училищу Олимпийского резерва и спонсорам, а также участникам турниров, тренерам, судьям, всем любителям вольной борьбы, журналистам за вашу беззаветную преданность вольной борьбе и памяти о спортивных подвигах Романа Михайловича. Сегодня здесь проходит международный, для меня, я считаю, статус этого турнира международный, хоть он как бы числится всероссийский, потому что приехали зарубежные спортсмены из 5 стран. Это большая заслуга, я считаю, организаторов турнира, Министерства спорта Республики Саха-Якутия, то, что смогли создать условия, чтобы международные спортсмены приехали. Это спортсмены из Армении, Монголии, то есть Молдавии, то есть много ребят приехало, и они своим присутствием украсили этот турнир, особенно в это непростое время, когда введены санкции против российского спорта в том числе. Ребята российской команды приехали сюда в полном составе, это первые номера,
Я думаю, их присутствие здесь придало дополнительного стимула турниру, потому что в основном ребята здесь выступают местные, то есть республики Саха-Якутия. Они могут проверить свои силы с чемпионами первенства России молодежного. И мы видим, что показывают красивую борьбу ребята. Я думаю, это дополнительный стимул, дополнительный толчок для популяризации спорта в Республике Саха-Якутия, для развития вольной борьбы в целом. Работает система арена. Эта система распределяет компьютер. Судьи, они по номерам у нас расставлены, судьи, и компьютер выводит то, какую схватку будут судить арбитром, боковым и руками ковров. Вот. Ну, естественно, конечно, вот эти соревнования сейчас проходят как всероссийские, но у нас приехали зарубежные страны, 5 зарубежных стран. Борется сборная России у нас. Для такого турнира где-то 143 участников у нас, очень такой представительный. Борьба идет насыщенная. Проходных встреч практически нету. Так что пока идем все по плану. У меня очень много связей здесь в Якутске, я 5 лет здесь работал. Приехал себе как себе домой. Здесь у меня много друзей. Сейчас в Якутске уже борьба. Опять молодые ребята хорошие появляются. Я думаю, скоро будет результат, надо время, надо терпение. Этот турнир посвящен к юбилею 50-летия триумфа Романа Михайловича на Олимпийских играх в 1972 году в Мюнхене. Это действительно был такой праздник для якутского народа. Мы верили, что после Романа Михайловича будут олимпийские медали. Но этого тоже добились. Спасибо нашему тренеру Дмитрию Петровичу Куркину, который воспитал после Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Он сказал, что из Якутии могут выйти настоящие олимпийцы, медалисты. И мы можем бороться наравне мирового уровня. Но это он выполнил через 8 лет. Это в 1964 году сказал он. И в 1972 году воспитал первого олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Это действительно уникальный случай, который за 8 лет воспитать олимпийского чемпиона. Роман Михайлович действительно был человеком, который любая нация могла бы гордиться именем Романа Михайловича Дмитриева, потому что он человек очень грамотный, дружелюбивый и добрый, и честный, особенно очень честный человек, и человек мужественный. Поэтому
очень правильно делали наши организаторы, которые вот проводят международный турнир. Ну, по идее, это международный турнир в данный момент в связи с санкцией называется просто Всероссийский открытый турнир. Но молодые ребята очень хорошие, из них тоже вырастут олимпийские чемпионы, поэтому я уверен, будет турнир Романа Михайловича толчком для будущих чемпионов.